Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Кто свалится, как снег на голову, кто неожиданно появится. Будем смотреть с вами на ближайшие, может быть, 2-3 недели. Загадайте, пожалуйста, на себя. Лучше сами загадайте свой срок. Так и спросите, кто свалится, как снег на голову, кто неожиданно появится. Давайте вместе все это узнаем. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ух ты, как все интересно. Трилистник. Мужчина под трилистником свалится, как снег на голову. Змея в руке. Какой-то необычный мужчина. Змея в руке. Но здесь очень похоже, что мужчина обладает какими-то способностями, да, у него, возможно, врожденный дар, либо у него настолько вот прям четкая интуиция, да, которая его не подводит. И также этот знак может говорить о том, что мужчина, постигший просветление, да, вот как ему открылась истина. Теперь он знает гораздо больше, чем другие, да, и не только знает, но и понимает. А мужчина с горбом, то есть с прошлым, и, скорее всего, это прошлое было взаимным, да, вот как-то были связаны, чаша между вами. Любовь, которая... Но вот как кажется, что угасла, либо вот пролилась любовь, пустая чаша. На самом деле здесь даже вот посыл, что есть чаша. То есть как бы вы ни прятали свою любовь, ни вы, ни он, она никуда не девается. Чашу всегда можно наполнить. Вот если между людьми чаша появилась, значит, они друг друга полюбили. Любовь, она не проходит, понимаете? Вот нельзя взять да разлюбить. Все равно что-то остается. И только лишь в силах людей вдвоем наполнить эту чашу, чтобы любовь вспыхнула еще раз. Да, этого мужчину вы знаете. Знаете, причем хорошо знаете. Но раз между вами такая любовь была по чаше, значит, прям все было между вами. Смотрите, мне его показывают в 2 разных видах. Вот как в прошлом он был таким дерганным, рисковым, дерзким, эгоистичным, таким, знаете, вот прагматичным мужчиной. Там все про деньги, деньги. Вот я хочу деньги, мне машину, мне там квартиру, мне дачу. Я хочу быть хозяином жизни. Да, вот все у него как-то на деньгах было построено. То есть он не думал ни о любви, ни о душе, ни о ком, кроме вот денег. Дайте денег. Хочу денег. Да, вот такие у него мысли всегда были. Охотник за деньгами, можно так сказать. Вот прям суетился очень сильно. И вот еще какой-то дерганый был. Вот резкие движения, постоянно вот как дергался. Может быть, проблемы с психикой, да, такой вот прям горячий был, очень горячий. Сначала сделает, потом подумает. И то же самое с вами. Там мог там с 3 короба наговорить, а потом только лишь задуматься, что он вам там гадости наговорил, либо больно сделал, да, либо несправедливо вас обидел. Вы горели им. Я вижу, что он поджег вас, да, вот как пожар в душе был к нему, прям горела, сама себя не понимала, вот сильно тянула, прям, можно сказать, влюбилась как кошка, да, в него. И сами себя же за это ругали, что ну как так, да, взрослая женщина, как так, я потеряла контроль над собой. Вот все ему прощаю, все ему позволяю, пляшу под его дудку. Вот вроде думаю, все, как бы точка, больше я тебя не приму, не прощу, ну, не буду. Он появляется, вот эти прекрасные его глаза, кстати, глаза у него очень прекрасные, очень глубокие. Только лишь вы посмотрели в его глаза, и все, и вы себя уже не ощущаете. Вот прям тянет к нему, готовы все на свете ему простить. Вот я говорю, у него какой-то дар, мужчина непростой. Дар, с которым он родился, дар, который он развивал. Вот, прям тянуло.
Он вас очень сильно к себе примагнитил, но и сам очень сильно к вам примагнитился, потому что чаша взаимная, она между вами, она в центре. Вот она, видите, вот она чаша, а вот вы оба склонились над этой чашей. То есть любовь была сильная, любовь была взаимная. Просто он не готов был к этой любви, либо он не мог давать свою любовь. Он вот как-то деньги, мне вот деньги, больше денег. И я вам так скажу, деньги он заработал. Деньги он заработал, и заработал очень много. Он под трилистником вышел. Он богатый, состоятельный мужчина при деньгах. Бизнес, возможно, свой, либо какая-то работа очень крутая, денежная. То есть деньги у него есть, деньги он заработал. Когда он их заработал, он такой, оп, а что мне теперь с ними делать? А на что я буду их тратить? А вот с деньгами как-то не то, вот холодно с деньгами. Деньги тебя не обнимут, не поцелуют, да, не приголубят, в постель с собой не возьмешь деньги. Ну, как-то прям совсем не то, да, никакого удовольствия нет. Вот. И вот эти мысли, что ну как же, я же один, да, у меня есть деньги, вроде я могу купить все, а вот любви у меня нет, да, а где любовь? А где тепло человеческое? Вот он начал об этом думать, и прям такие мысли до слез у него были. Я даже не удивлюсь, если он посещал, например, психолога, либо с каким-то энергопрактиком работал, да, вот где ему действительно хорошо так мозги на место поставили. Может быть, еще там литературу какую-то почитывал, да, вот какие-то моменты были, может, аскезу даже брал. В общем, мужчина прокачанный мне идет, проработанный и прокачанный. Вот как он понял, что в жизни нужно, либо как правильно жить, да, какая самая главная ценность для человека в жизни. То есть это не деньги, а любовь, это теплые человеческие отношения. С какими-то женщинами тут пытался крутить, мутить. Но одна женщина какая-то слишком уж простая, а другая слишком сложная. Вот как разочарование дважды в любви он получил. Как-то вот он их отмел, и все, вот не хочу, не мое, не прилипает, да, вот не лежит сердце к этим женщинам. И каким-то более он спокойным стал, уравновешенным, спокойным, но глаза прежние, девочки, сразу предупреждаю, глаза прежние. Вот стоит ему на вас посмотреть, либо вам заглянуть к нему в глаза, все, прям почувствуете, что вот земля уходит из-под ног, вот, а вы лететь начинаете в его сторону на крыльях любви, понимаете, вот такое дело. Он целенаправленно идет в вашу жизнь, целенаправленно вас не будет предупреждать, это будет, ну, как сюрприз получается, да, он хочет застать вас врасплох. Он, кстати, знает, что у вас тоже очень непростой характер, вы такая женщина суровая на самом деле. Да, до определенного момента вы любящая, принимающая, но если вас вот прям довести, то вы можете быть очень жестокой и безжалостной. Да, вот как бы моменты, когда вас довели. Но чтобы довести, нужно, конечно, постараться, потому что человек вы добрый, вы всегда прощаете. Ну, либо хотя бы стараетесь понять, да, вот объяснить, что толкнуло человека на такой поступок, да, либо на такое поведение. Мне еще идет, что этот мужчина вас как-то прям здорово задел, и вот какая-то вот эта последняя капля была настолько болезненная, невыносимая, что вы прям все вычеркнули, перечеркнули, вот как разом вычеркнули этого мужчину из своей жизни. Вот, знает он про ваш характер и знает, что вы, ну, крепкий орешек, и даже ему, наверное, не по зубам. Вот поэтому, наверное, вот таким сюрпризом он и появится. Кстати, он очень многое о вас знает, он как-то очень кропотливо собирал о вас информацию, прям знает все, где вы, с кем вы, как вы, что у вас в жизни, что у вас там в холодильнике, кто в постели, что в кошельке у вас лежит, что у вас в голове какие-то мысли, вот прям все про вас знает. Еще мне показано, что он вас прям читает. Не могу вам четко объяснить, что это. Но вот опять же, вот идет отсылка к этой змее. Вот у него либо чутко, либо дар. Потому что он у вас экстрасенсом стал. Да? Он родился таким и просто развил в себе это. Либо в силу вот этих обстоятельств у него дар раскрылся. Вообще здесь показано, что он что-то пережил. Что-то пережил такое, вот, где балансировал между смертью и жизнью. Может быть, там в аварию попал, может быть, что-то похуже происходило, да, может быть, там в реанимации лежал, да, какой-то вот момент такой он пережил. Вот почему такая разительная перемена в нем произошла? Потому что он что-то пережил, вот как осознал, понял, принял. По-другому видит теперь мир, другие потребности у человека.
Смотрите, он знает, что вам нужна помощь, либо он знает, что вы столкнулись с какой-то проблемой. Он появится в вашей жизни сюрпризом, но с предложением не вернуть отношения, а с предложением помочь вам с той проблемой, с тем делом, с которым вы столкнулись, и сами справиться не можете. Он будет это подавать так, что типа я тебе должен, я ведь тебя обидел, да, а вот теперь я хочу тебе помочь, чтобы мы с тобой были типа квиты, да, но это типа, да, это не то. Вот, ему вот как змее этой, да, важно вползти в вашу жизнь, да, вот показаться хорошеньким таким, типа нужненьким, вот, а дальше как бы он дальше за свою эту шарманку возьмется. Вот, и хитрыми действиями этот мужчина будет просто влазить в вашу жизнь, вот прям вщимливаться как-то будет, как этот жидкий терминатор какой-то. Вроде как, смотрите, да, он не претендует на вас. И вы такая, ну да, мне нужна помощь. И ну, если бы не нужна, вы бы и сами все порешали. И тут он такой предлагает, говорит, вот ничего взамен не надо, просто позволь мне помочь, и мы с тобой рассчитаемся. Я типа тебе должен, я тебя обидел, у меня совесть там неспокойна, плохо сплю по ночам, да, вот просто как друзья. И вы начнете, как друзья, общаться, и да, он будет вам помогать, и да, он вам поможет с вашей проблемой, но он никуда не уйдет, девочки, он не уйдет, он не нацелен уходить. Он нацелен вот так вот хитрой змейкой вползти в вашу жизнь и в вашей жизни как можно дольше задержаться. А лучше вообще заякориться и вот вместе с вами до конца, понимаете, вот на это он настроен. Ой, это сложный человек, это коварный человек, и вам, конечно, тут много чему придется удивляться. Вот прям каждый раз будете думать, вот анализируя свой день, и думать, боже, какой же он шустрый, какой же он хитрый, какой-то прям матерый, да, мужчина, как он меня обрабатывает. И прям таким нужным для меня становится, и прям окружает меня такой заботой, а я к ней привыкаю, и мне хорошо, да, когда обо мне заботятся. Ведь именно этого я в свое время хотела, да, именно об этом я мечтала. Ну, в общем, здесь просто представление, я не знаю, какой-то, ну, не знаю, актер, народный, заслуженный, как там актерам эти звания выдаются. Вот как-то вы ахнуть не успеете, а он уже у вас под правой рукой, понимаете, уже все, вы без него не можете. Вот как-то прям хитро влезет в вашу жизнь, девчонки. Вот. И да, не заметите, когда уже вы вместе, что вы опять пара, да, либо он там где-то скажет, а вот моя, типа, жена, моя женщина. И вы такая, ничего себе, как это у нас случилось. Вот как-то так идет. Еще он мне идет, он как-то своими этими прекрасными, глубокими глазами вас как-то еще гипнотизирует. Мне вот такой момент показан, который я не могу игнорировать. Вот на него смотрите, как под гипнозом находитесь. Да? Вот какие-то моменты он как-то разговаривает убаюкивающе, либо вот как-то монотонно все это делает, сладенько, да, приятно, может даже СМРчик какой-то. И вы прям под гипнозом, да, под гипнозом у него. И с другой стороны, вы понимаете, что вам это нравится. Да? Может, вот действительно вы не разлюбили, вы пытались разлюбить, вы пытались о нем не думать, там, либо думать хуже, но вот не смогли, вот еще что-то осталось. Да? Вот, как я говорю, любовь, она никуда не девается. Можно ее там глубоко в сердце загнать, причем за обратную сторону, но она никуда не девается. Тем более он сейчас весь такой холеный, ухоженный. Он, кстати, еще физически поменялся, стал более таким плотненьким. Может быть, он, да, бодибилдингом занимается, что у него такой прям рельеф, мускулатура, но он как бы плотнее стал, чем раньше. И вам еще будет казаться, что он стал намного добрее, чем был раньше. Вот какие-то моменты, там, доброта не только к вам, но и к другим людям. То есть будут моменты, когда вы им будете восхищаться, и будет казаться, что это совершенно другой человек, да, вот прям настолько кардинально он поменялся. Ну вот, девочки, он идет, он готовится, он сейчас прям уже готовится к тому, чтобы просто вот влететь в вашу жизнь и начать с того, что он будет вам помогать. Типа, я друг, я помогу, я тебе должен. А дальше, как я сказала, да, не успеете опомниться, а он уже как бы ваша пара, уже ваш спутник жизни. Хитренький мужчина. Ну, а с другой стороны, какие времена, такие действия. Вот как спохватился, понимаете? Вот самое главное, что он очень сильно поменялся. Прям спохватился, да, что как же деньги, а любви-то нет, что мне с этими деньгами. Это прям совсем не то. И вот эти две женщины из его прошлого, они прям
ну, показательные были эти женщины, да, вот они не вы. И он четко в этом убедился. Ладно, бы там с одной, да, еще можно там какую-то допустить вероятность, а тут как бы две абсолютно разные по характеру и по возрасту. И вот он понял, что нет, другие женщины меня не интересуют, я хочу именно с этой женщиной. Вы ему как-то прямо по всем статьям идеально подходите. Вы грамотная, у вас интеллект просто вот зашкаливает, вы красавица, вы за собой следите, вы хозяйка чудесная, вы каким-то вкусом особым обладаете, вот как изюминка у вас, да, вы ни на кого не похожи, вы самобытные. Вот. Ну и плюс чувства, которые никуда не делись. Вот за то время, пока вы не вместе, его чувства, они 100-кратно увеличились. И он их может принимать, осознавать, как бы он с ними соглашается, что да, вот только ее я любил, только на нее у меня сердце стучало, ёкало, на других женщин нет. Еще мне здесь показано, что вы как-то вот в плане интимности очень друг друга чувствуете. Не знаю, как это словами объяснить. Здесь вот то самое состояние, когда не только тела сплетаются, но и души. Да, вот как... Это, конечно, очень стыдно, ну ладно, скажу, как бы особое удовольствие, да, вот почувствовать партнера не только там телом, но и душой. Вот как-то так мне идет. Ну, кто понял, тот понял, да, кто это испытывал, вам как бы это объяснять не надо, вы и сами это понимаете. Ну вот как не могли другие женщины ему это дать. И ему прям было пусто от этого, очень было пусто. Вот как не получал ни морального, ни физического удовольствия с другими женщинами, вот как с вами было. Что, девочки, встречайте свой снег, вот он уже готовится выпасть прям вам на голову. И ничего с этим вы поделать не сможете. Как бы вы там ни старались его от себя, он не уйдет. Он будет придумывать 1000 отговорок, 1000 очень эффективных отговорок. И вот всеми правдами и неправдами будет опять втираться к вам доверие, и он надолго к вам идет, надолго. Тут не важно, позволите, не позволите, это его решение, тем более вы знаете, он такой парень цепкий, хваткий. Вот, он решил, что вот именно вы, значит, именно вы. Но мне показано, что вот вы здесь вместе. Еще здесь цифру показали 12. Либо через 12 дней, либо 12 числа следующего месяца. Ну вот как бы что-то невероятное произойдет в этот день. Невероятное. То, что вас действительно и удивит, и поразит, и, кстати, показано, что очень порадует. Может быть, вы как раз встретитесь, а может, как раз он решит ваши проблемы, а может быть, как раз уже вы поймете, что вы вместе, да, снова вместе. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.